Первая проповедь, которая называется «Бог называет несуществующее как существующее». Знаете, когда вот ты сталкиваешься с людьми, которые знали Бога, которые вместе с Богом что-то достигали, у всех этих людей было какое-то понимание вещей, к чему их Бог призывает и что Бог хотел бы через них сделать. Когда ты читаешь о героях веры, мало того, что они видели вещи, которые Бог хотел сделать через них в сердце, никто этого не знал, но они это видели в сердце своем. Мало того, что они имели такое видение, у них еще было иногда слово, на котором они стояли, и это слово было обетованием или обещанием. Простое русское слово «обещание». Но в Библии это называется обетование, и многие из нас, мы не понимаем, что такое обетование. Мы читаем, например, места Писания, где написано «земля обетованная». Это земля, обещанная Аврааму. Это земля, которую когда-то Бог сказал, что если ты будешь следовать за мной, я дам тебе землю, а тебя я расплодю на этой земле гигантский народ. Распложу, расплодишься, да, размножишься, и ты станешь отцом огромного количества людей. Мало того, что через тебя придет семя, через тебя придет тот, который спасет весь этот мир. Это было обетование для Авраама, который не видел ни одного сына. И он ходил в сердце своем по этой пустыне, которую он не видел своей землей, она не была его землей. Он ходил по этой пустыне просто с одним пониманием вещей, что Бог сказал, и это да и аминь. Знаете, что такое верить сегодня в Бога? Это когда вещи несуществующие в мире физическом. Даже если люди говорят, это невозможно. Даже если люди говорят, что забудь, это просто не про тебя, это не для тебя. Но если вдруг ты это нашел в Писании, ты понимаешь, это обещание Бога всемогущего для тебя, ты говоришь, это да и аминь, и это случится. Потому что мы сегодня подобны Богу, который называет несуществующее существующим. И однажды из мира духовного это становится реальностью в мире физическом. Я хотел бы, чтобы каждый из нас, мы посмотрели сегодня, 4 глава, 17 стих, написано: «Я поставил тебя отцом многих народов». О каждом из нас что-то написано сегодня. О каждом из нас, представьте себе, об этом человеке Бог говорит, о человеке, у которого ни одного сына нет. И Он говорит: «Я поставил тебя отцом многих народов». Этого нет. Этого не существует. Это невозможно увидеть. Нет ни одной записи в ЗАГСе, чтобы были его дети, внуки, правнуки и целый народ. Но он говорит: я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, животворящим, мертвых и называющим несуществующее как существующее. Сам Бог говорит о вещах, которых сегодня нет в мире физическом, как о вещах существующих. Сегодня, знаете, мы уверовали через Голгофский крест. Голгофский крест – это не просто спасение от грехов. Голгофский крест – это твоя свобода, твоя полная свобода эмоциональная от гнева, от ненависти, от зависти, от обид. Это все произошло уже на Голгофском кресте. Библия говорит, что там случился божественный обмен. И даже, может быть, ты сегодня не замечаешь этого. Это уже свершилось, и это уже Бог называет свершившимся. Когда на кресте умирал Господь Иисус Христос, Библия говорит, Он понес немощи и болезни на своем теле, мои немощи и болезни. Те немощи и болезни, которые сегодня мучают тебя. И Библия говорит, 1 Петра 2:24, что ранами Его я исцелился. Это уже случившийся факт. Это вещи, которые, может быть, сегодня для тебя еще не существующие, но Бог называет их существующими. Есть огромное количество Божьих обетований, за которые нам не просто надо молиться, даже не надо молиться. Нам надо возревновать и стать тем самым бультерьером по имени Иаков, который говорит: Бог, это мое, и я не отпущу, пока не получу. И я буду за это поститься, я буду об этом молиться, я буду к этому стремиться. Это единственная моя судьба, на которую я согласен. Нет другой судьбы. Я не собираюсь с другой судьбой смиряться. Я не собираюсь с другими вещами смиряться. Знаете, есть куча вещей, которые мы еще никогда не видели в жизни, но которые Бог сделает в нашей жизни. Давайте посмотрим одно из обещаний, которое Бог совершил с человеком, который 100 лет трудился для него. Это книга «Бытие», история Ноя. Господь сказал Ною: войди в ковчег со всей семьей своей. До этого, когда Ною было 500 лет, первый раз он выходит на
скажем так, на арену божественной истории, но ему было 500 лет. Бог находит этого человека, и он ему говорит вещи, которых никто еще тогда даже об этом подумать никто не мог. Дождя никогда не было, реки никогда не разливались. И этот человек получил от Бога видение построить ковчег посреди пустыни. И он 100 лет рубил деревья, подключил всю свою семью. 100 лет они занимались постройкой этого гигантского корабля. И вот Бог приходит через 100 лет и говорит: войди в ковчег со всей семьей, потому что я вижу, что среди всех живущих ныне лишь ты праведен передо мной. Возьми с собой по 7 пар каждого вида чистых животных и по паре от каждого вида нечистых. И по 7 пар каждого вида птиц, самцов и самок, чтобы сохранить их виды на земле. Через 7 дней я пошлю дождь на землю, на 40 дней и 40 ночей, и я сотру с лица земли всех живых существ, которых я создал. Это обещание Божие. Здесь Бог говорит потрясающие слова. Он говорит: я с этого дня, как ты зайдешь в ковчег, как ты войдешь в ковчег, я пошлю дождь на землю. До этого ни разу не было дождя на земле. Друзья, Библия говорит, земля орошалась особенным божественным образом. Не было нужды в том, чтобы шел дождь для того, чтобы происходила там жизнь на земле, да. Все было по-другому, дождя не было, и Бог говорит, что это случится. Есть куча вещей в твоей жизни, о которых люди говорят, этого никогда еще не было. Таких вещей еще никогда не происходило. И когда ты говоришь какие-то слова веры, люди могут с усмешкой смотреть на тебя. Люди могут скептически относиться к твоим словам. Но Бог сказал, и Бог осуществил. И когда он вошел в этот ковчег, Библия говорит, последний там стих, но сделал все, как повелел ему Господь. Он поверил в эти вещи, друзья. Знаете, вот все наши правильные дела, которые мы делаем сегодня в Царстве Божьем, они должны мотивироваться только тем, что я это делаю по вере, что я понимаю, Бог меня к этому призвал. Бог меня призвал жить, чтобы проповедовать Евангелие. Бог меня призвал сегодня жить, чтобы, например, заниматься любым видом деятельности и преуспевать в этом. И я это делаю, потому что я знаю, Бог меня призывает, и я это делаю по вере. Я делаю это не потому, что я, знаете, там, я подневольный человек, я хотел бы по-другому, а Бог меня заставил. Я знаю, что это Бог ожидает, я знаю, что это Бог приготовил, я это делаю, и я буду видеть результаты. И правильная мотивация любых вещей, любого служения, любого бизнеса, любых вещей, которые ты начинаешь с Богом, семья пусть это будет, или дети, новые вещи в твоей жизни, которых не было до сегодняшнего момента. Любая вещь, которую ты начинаешь, она должна быть по вере. Тогда ты преуспеешь. И тогда ты будешь человеком, который будет видеть, как Ной, невероятные вещи. Но о чем я это все? Я хочу, чтобы мы посмотрели на одно место Писания. Евангелие от Марка, 11 глава, 23 стих. Здесь интересные слова Иисус говорит. Он говорит, имейте веру в Бога. И дальше, говорю вам истину, если кто-то скажет этой горе, поднимись и бросься в море. Здесь сразу я хочу, чтобы мы подчеркнули, как-то у себя там подметили, что вера, она всегда связана с тем, что ты говоришь. Вау, ну нельзя говорить так, что завтра я сдохну, как последний пес под забором без куска хлеба, и при этом говорить, я верю, что Бог может мне дать деньги. Звучит, может быть, духовно, но это лицемерие религиозное. Потому что вера, она говорит только то, во что она верит. И если вдруг ты постоянно говоришь какие-то слова негативные, ты просто можешь остановиться, посмотреть, послушать сам себя и сказать, вау, вот оказывается, во что я верю. Что вот мне сегодня 48, завтра 49, послезавтра 50, а потом покатилось. УЗИ, рентген, старость не радость, и вот эта вся фигня, зубы посыпались, волосы повыпадали, ногти отшелушились, что там еще происходит? Печень встала, почки вытряхнулись там, и люди просто верят во всякую дичь.
Я встретил одного человека совсем недавно, я его вижу буквально там несколько первых минут. Он мне все рассказал уже о том, что у него, он младше меня лет на 15, наверное, если не больше. И он мне рассказал о том, что он больной там диабетом, он, наверное, умрет от диабета. Потом он передумал, у него гипертония оказывается, скорее всего от гипертонии умрет. Потом он вспомнил, что он недавно в аварию попал, и у него коленная чашечка выбита, на место не стала, скорее всего умрет от парализованной ноги. И знаете, вот все, что человек говорил в течение там 10-15 минут, пока я с ним общался, это вот всякие разные проблемы, болезни, из-за которых вот ему только дальше будет хуже. И как вы думаете, что с ним будет дальше? Ему дальше будет только хуже. Потому что здесь написано так: говорю вам истину, если кто-то скажет этой горе, поднимись и бросься в море, и при этом не будет сомневаться в душе своей, а будет верить, что произойдет то, что он сказал, то так ему и будет. Друзья, это база наших отношений веры с Богом. Когда ты понимаешь, что Бог сказал какие-то обещания о тебе, о твоей семье, о твоем здоровье, о финансовой составляющей, эмоциональной составляющей, о служении твоем, когда ты это понимаешь, ты стоишь на этом, как на божественном камне, и ты не просто на этом стоишь, ты говоришь: это мое. И ты своими устами утверждаешь это, ты это провозглашаешь, ты молишься. И что бы ты ни говорил, ты веришь в это, и ты это уже получаешь. Как много сегодня Божьих обещаний, они отвергаются самим народом Божьим. Мы сами себе придумываем какие-то оправдания, почему со мной должно быть то, другое, третье. Не то, что Бог обещал, а то, другое, третье, что нам там враг нашептал где-то из своего ада вонючего. Как легко мы смиряемся с вещами, которые Бог никогда о нас не говорил. Он никогда не говорил о нас, что это наша судьба. Как легко мы соглашаемся с какими-то маленькими победами и потом думаем, что это всего лишь, вот все, что я могу достичь на этой земле, это всего лишь начало. Это всего лишь начало, друг дорогой. Ты чуть-чуть получил исцеление. В прошлый раз мы там молились за больных, и один человек подошел и говорит: я не мог во время поклонения стоять, и когда я вышел, там помолились за меня, я получил полное исцеление спины. И человек просто радовался, и он видел, как Бог исцеляет. Но все эти вещи маленькие, это всего лишь свидетельство того, что Бог чудесный, великий, Он может гораздо больше. И у Него нет проблем с раком, у Него нет проблем там с сердечно-сосудистой системой, у него нет проблем с ВИЧ-инфекцией, у него нет проблем с вонючим коронавирусом, нет проблем у него. Все проблемы сегодня живут в головах у Божьего народа. И так хочется, чтобы сегодня мы сказали этим проблемам: in the name of Jesus, go away, уходи от меня. Get sin, вообще, чтобы тебя не было здесь никогда. Убирайся прочь. Сколько мы верим сегодня в разного рода идеи, которые пришли из ада, из преисподней. Почему-то людям гораздо проще верить в нищету. Гораздо проще с этим согласиться. Гораздо проще смириться с этим. Гораздо проще смириться с тем, что постоянно что-то болит. С тем, что постоянно какая-то нехватка. Но знаете, для того, чтобы что-то получить от Бога, и даже не получить от Бога, Бог уже это сделал через Голгофский крест, чтобы забрать свое, зачастую у врага, нам надо бороться. И нам надо стать этими бультерьерами с иаковской хваткой. Вцепился так, что даже ангел, чтобы избавиться от него, он коснулся его бедра, сломал ему ногу. Иногда я некоторым людям говорю: знаешь, давайте палец сломаем. Но это библейская тема, я, правда, не ангел. Но Библия говорит, он постоянно хромал после этого, помня свою встречу с Богом, помня то, о чем они там договаривались, помня то обещание, которое сделал ему Бог. Он хромал. Каждое утро он вставал на свою хромую ногу, и он знал: Бог мне обещал, это случится. Некоторым из нас нам надо что-нибудь поломать, чтобы это у нас было напоминанием. Ага, Бог мне обещал. Я шучу, поймите правильно, для тех, кто смотрит нас где-то в записи. Я очень сильно хотел бы, чтобы ты просто думал о том, во что ты веришь, о чем говорят твои уста, о чем ты молишься, и веришь ли ты по-настоящему в те вещи, которые ты озвучиваешь, может быть, другим людям. Потому что иногда мы людям говорим одно, Богу мы говорим другое, а по факту у нас живет совсем третье,
которое мы нигде не озвучиваем, что-то третье в сердце, что-то негативное, что-то, что мы, чем с нами поделился враг, что-то мы приняли от него, мы живем этим, мы почему-то в этом уверенно как бы держимся за это, мы в этом уверенно двигаемся. Знаете, у меня однажды в жизни произошла такая, это не помутнение, это был вызов для моего мозга. Я не понимал, как это работает. Вообще, я не мог в это поверить даже, что это случилось. Я закончил школу в начале 90-х. Мне было 17 лет на тот момент. Мои пути разошлись с моими одноклассниками, но один одноклассник, он к тому моменту, когда мы заканчивали школу, он был увлечен, такой, знаете, байкеры их сегодня называют. Тогда у нас их почему-то рокерами называли. Они катались на явах, они такие были крутые ребята, гоняли там по... Да, не знаю насчет рока, слушали они или нет, но почему-то их называли рокеры тогда. Так вот, я удивился одной вещи. Он разбился, этот парень. Случилась трагедия, и он разбился, он где-то куда-то врезался. Говорят, вот здесь вот по Алматинской они мчались, и он попал в катастрофу, он разбился. Но меня не это даже задело. Да, это была большая трагедия. Мы были потрясены. Это были первые жертвы вот этого вот какого-то безбожного времени, в котором я находился. Так вот, суть была в том, что когда на похоронах один парень, он рассказал историю об этом человеке. Я содрогнулся тогда. И потом, когда я уже стал верующим, я снова анализировал эту историю. И тогда я понял, как работает духовный мир и как работает вера человеческая. Однажды его лет в 16 встретила там цыганка, пусть, допустим, цыганка. Ну, человек с таким колдовским опытом, да. И она там ему говорила, там, сынок или там браток, или там кто ты там, дайте на руке погадаю. Поэтому я говорю, никогда не соприкасайтесь с этими людьми. Благодаря бесам, которые в них живут, они могут знать вещи из твоего прошлого. Они могут знать вещи, которые уже случались с тобой, потому что они представители или инструмент духовного мира, эти колдуны, провидцы, гюзачоки и вся вот эта вот братья. Так вот, эти люди, они слуги дьявола, а дьявол и его бесовский мир, они знают прошлое о нас. И они подошли к нему, и эта женщина подошла и сказала, у тебя было вот это, вот это, вот это. Представьте себе, когда человек, который видит тебя первый раз, говорит вещи, о которых он знать не может по определению. Какое у тебя отношение? Ты располагаешься к такому человеку, ты говоришь, вау, да ты сам Бог, спустившийся на землю. Многие люди открывают душу свою для таких людей. И что происходит дальше? И она начинает ему прорицать, и она говорит всякие вещи о его будущем, и говорит, когда тебе исполнится 18 лет, ты разобьешься в автокатастрофе. Что произошло? Как сказал один брат, по вере вашей да будет вам. Я думаю, что этот человек, когда ему было 17 лет, и когда он гонял на своей яве, я думаю, он не раз вспоминал эти слова. Эти слова застряли, я думаю, глубоко внутри его сердца, как обетование, за которое зацепился его разум. И, скорее всего, наверное, в прикол кому-то говорил, прикиньте, встретил цыганку, и она говорила, 18 лет, я там умру. Видать, погибну. Люди, они болтают иногда всякую чушь своими устами. И он погиб. Ему было 18 лет. Это то, как работает сегодня закон веры. И он работает, я вам сейчас сказал о негативе, но мы должны понять, в негативе как-то проще оно все работает у людей. Как-то проще за это люди цепляются. Но так сложно почему-то Божьему народу взять обетования, которые сказаны, встать на эти обетования, вцепиться в эти обетования и говорить, ничего не знаю, вот это случится. Иисуса Навина. Здесь интересное слово. Это время, вот Израиль, где Иисус Навин, Моисей, перед ним был предводитель этого народа. Они постоянно бодались с этими людьми. 3 миллиона непокорных мужиков. Ну, там, может быть, плюс-минус. Мало того, что мужики еще и жены им поддакивали. И дети подвякивали всегда. Как что не так? Давайте этого Моисея побьем камнями. Как что не так? Моисея нет, давайте себе нового Бога создадим. Как что не так? У этих людей огромное количество идей, что им нужно делать и как им нужно поклоняться поперек Бога всегда. Представьте себе, он был предводителем, вождем этого народа, который постоянно был своевольный.
И Иисус Навин вот здесь, в конце своей жизни, заявляет удивительные слова. Он им говорит: ребята, вот мы пришли в землю обетованную. Вот нам Бог сказал, что эта земля обетованная будет вам принадлежать, если вы будете неотступно следовать по моим законам и двигаться вместе со мной. И Он говорил: если вдруг каждый из вас, вы захотите двигаться по-своему, Он заявляет здесь такие слова: если вы не желаете двигаться с Господом, то выберите сегодня, кому вы будете служить. Мамоне, работе своей. Будете вы служить там обидам, будете вы служить своей жене, которая говорит: не ходи ты в эту секту, там тебя зазомбируют, тебя квартиру отберут. Да не отберем. Не отберем, вот я тебе просто заявляю, не отберем. Выберите, кому вы будете служить. Выберите. Он говорит: перед тобой выбор есть. Ты не раб. Тебя никто не заколдовал. Тебя никто не запугал, тебя никто сегодня никуда не принуждает. Ты сам выбираешь. Он говорит: будете служить богам, которым служили за рекой ваши отцы. Он напомнил им того теленка, перед которым они там бегали в расколбасе. Он напомнил им про этих богов амореев. И он говорит: в земле, в которых вы живете. И дальше он утверждает такие слова: а я и дом мой, мы будем служить Господу. Вот мне все равно, он говорит, мне все равно, что происходит сегодня вокруг меня. Я называю сегодня несуществующее как существующее. Даже если все общество отвернется, я и мой клан, мы будем служить Богу. Вот знаете, что такое быть этим божественным Иаковом? Это который знает обетование о своих детях. Даже если твои дети тупят, куролесят, они сегодня там что-то заявляют, они вякают против Бога, язык свой вытаскивают и говорят что-то на Бога, на церковь, на тебя. Не обращай на это внимания. Хотя я знаю, иногда больно. Иногда охота дрын взять, сказать: эй, Беркельч, иди сюда. Я хотел бы, чтобы ты стал тем самым человеком, у которого есть обетование, и который сегодня, невзирая на то, что случилось, знаете, многие из нас, мы же чувствами живем. Мы как вот, у нас есть какой-то избыток денег, мы думаем: вот, можно дать. А как я чувствую, что мне самому не хватает, как я чувствую, мне тут гардероб надо заменить, у меня денег нету, я все. Чувства диктуют. Чувства, они объяснили тебе, почему ты не должен что-то делать. Чувства, они тебе объяснили, почему это не получится, почему это произойдет. Чувства – это вторичная вещь. Первая должна быть вера. А вера, она не смотрит ни на чувства, ни на то, что видят глаза, ни на то, что эти глаза говорят. Так легко, знаете, сегодня многим из нас, я не знаю, там верить, когда мы там вернемся на машине времени назад в 20-летнее прошлое. Ой, в Бишкеке квартиры по 10 тысяч долларов были в это время. Да я на изи 3 штуки куплю сразу. Ты сегодня вместе с Богом покупай свою квартиру, когда она 80 стоит. 3 штуки потом будет, да. Потом, через 20 лет, когда она 300 тысяч будет стоить, ты будешь говорить: ого, а я за 80 купил когда-то. Ребят, сегодня у нас есть вызовы. Эти вызовы сегодняшние. Эти вызовы для тебя. У тебя свой вызов, у меня свой вызов. У тебя своя история с родственниками, у меня своя история. У тебя своя история с жильем, у меня своя история. У каждого есть вызовы, которые нам бросает жизнь. И эти вызовы мы сможем победить вместе с Богом, когда мы встанем на Его обещания. 3 главных обещания. Первое, 16 глава Деяния апостолов, 31 стих. Когда ты разочаровался в этом обещании, ты будешь говорить, как некоторые люди говорят: ну это для того самого охранника, который освободил Силу и Павла из заключения, это для них было слово. Ребята, это слово через 2000 лет сегодня живое звучит для каждого из нас. Здесь слово, которое никогда не изменится, которое было провозглашено над одним и работает над всеми. Веруй в Господа Иисуса Христа. Веруй в Господа Иисуса, держись за Него, молись Ему, делай вещи, которые Он тебя призывает делать. И здесь написано: ты будешь спасен, и твои домашние. Почему они будут спасены? Потому что ты за них молился, ты им проповедовал, ты им свидетельствовал, ты стал для них реальным показателем того, что God is able, Бог может. Если такую скотину, как я, Бог изменил, то извините меня, родственники мои, которые видели мою жизнь, обязательно спасутся. Они скажут: не знаю, что за Бог, но Он есть.
Я именно так и спасся, потому что мои родственники, мои близкие люди, которых я знал совсем в другом ракурсе, в другом свете, они просто стали жить совершенно иной жизнью. Им не надо уже было никаких транквилизаторов, допингов для того, чтобы ежедневно радоваться. И я смотрел на них и думал, только Бог, ничего другое. Второе. Обещание, которое у нас есть. Малахия 3 глава с 10 стиха написано: «Принесите десятину в хранилище целиком, чтобы в моем доме была пища. Испытайте меня в этом, говорит Господь сил. И посмотрите, и посмотрите, и посмотрите, и посмотрите, и посмотрите, и посмотрите, и посмотрите». Он говорит: я открою вам небесные окна и залью благословение на вас так щедро, что у вас не хватит места их вместить. Друзья, это 30 лет моих молитв. Я стою перед Ним и говорю: Бог, Ты знаешь, мои десятинные приношения, это не оброк, это не подать, это моя вера, в которой я двигаюсь многие годы. Но спасибо Тебе за то, что есть обещание, и Ты сказал: откроешь небесные окна надо мной. Что это значит для меня, если я занимаюсь бизнесом? Он будет масштабироваться. Если я сегодня завишу, например, от движения по карьерной лестнице, и мой оклад или моя зарплата зависит от этого, я буду усердно трудиться, и Божье благоволение будет меня продвигать по этой карьерной лестнице. Когда мы говорим о том, что Бог откроет небесные окна, это не значит, что ты будешь идти сейчас по Элибаевой, на тебя чемодан с баксами упадет. Он тебя убьет просто. Он ничего доброго в твою жизнь не принесет. Это просто Бог говорит о том, что будет мое благоволение на тебе, будет развитие мое, будет возможности будут открываться такие, о которых ты даже и не думал, и они тебе не снились. И дальше он говорит: вредителям пожирать, запрещу твой урожай, с виноградных лоз на ваших полях не опадут плоды, говорит Господь сил. Моя жена свидетель, она знает, что практически постоянно, когда я молюсь о деньгах, о наших нуждах каких-то, я постоянно провозглашаю эти слова. Я говорю постоянно о новых источниках, я говорю постоянно о новых возможностях. Когда мы занимались бизнесом, мы постоянно утверждали и провозглашали, что приходят такие люди, и это невероятным образом происходит, которые делают заказы, перекрывающие месячный, месяц торговли. Один человек. И такие люди приходили. И знаете, это вещи, которые работают. Это вещи, которые нам надо просто начать практиковать. Я даю, и мне воздастся. Бог говорит: я сею, и я буду пожинать. Нету другого закона на этой земле. Этот закон рабочий закон. Я стою в этом. И я знаю, что несуществующие вещи, которых мы сегодня еще не можем потрогать, в которых мы еще не можем побывать, они будут реальностью нашей церкви. Я уверен в одном, что у Бога есть огромное количество источников для всех дающих. У Бога есть огромное количество воздаяния, сверхъестественно, через разные возможности, которые Он будет использовать. 30 лет верующий я. В этом октябре будет 31 год. И 31 год назад я подошел к одному человеку, 30 лет назад я подошел к одному человеку, когда я уверовал только. Я ему сказал: слушай, у меня есть болезни хронические. Я мучаюсь ими уже несколько лет. Меня колят антибиотиками периодически. Каждую осень, каждую весну я получаю курс антибиотиков, чтобы освободиться от этого заболевания. Но оно только глушится. И этот человек, я думал, он сейчас положит руки на меня. Я думал, что я упаду под силой Божией и совершенно сразу же исцелюсь. Он открыл мне это место Писания. Это было одно из первых мест Писания, которое мне было открыто, я верю, Духом Божьим. И он прочитал мне 1 Петра 2 главу 24 стих. Он здесь говорит, Иисус, о том, что было сделано на Голгофе. Там написано: Иисус сам в своем теле вознес наши грехи на дерево. Там мои грехи. Все. И дальше написано: я умер для греха. Поэтому Иисус висел на Голгофе. Для того, чтобы дальше я жил для праведности. Его ранами я был исцелен. И этот человек мне сказал, здесь написано в прошедшем времени, о том, что уже было сделано для тебя. И ты уже исцелен. Вот что значит, когда ты говоришь о вещах, которые не существуют в мире физическом, но Бог на них смотрит как на существующие. Это уже существующее, твое исцеление. И он мне сказал: просто будешь вспоминать о своем заболевании. Говори: Иисус, спасибо тебе огромное за то, что твоими ранами я исцелен. Включай веру. Потому что, как помните, с чего я начал? Вера, она говорит.
Вера, она утверждает. Вера, она провозглашает. Она говорит «да, Боже мой», она говорит «нет» бесовскому. Она говорит «нет этой лжи» и «да» тому, что написано в Писании. Я просто стал постоянно провозглашать. И в какой-то момент я понял, что эти симптомы, они ушли. Прошло там 3-4, может быть, недели, может быть, 2 месяца прошло, я даже не знаю. Но в какой-то момент просто каждодневного исповедания и провозглашения о том, что ранами Иисуса я исцелен, я увидел, за меня никто не молился, но я увидел, что я получил исцеление. Хронический простатит, хронический бронхит. Знаете, я мог бы ходить и жаловаться всем. Я мог бы ходить и по людям, там, помолись за меня, там, дай мне денег на лекарства, у тебя нет знакомых врачей, а что мне делать? А может быть мне руку отрезать или ногу, чтобы я исцелился? У людей сегодня куча всяких идей. Оставь свои идеи. Просто начни делать то, что ты должен делать. Встань на свое обетование. Скажи, это мое, и начни ежедневно благодарить Бога за это. Помните, мы в Евангелии от Марка 11 главе читали про гору, а здесь написано так. Господь ответил, если у вас есть вера с горчичное зерно, здесь он как бы уровень немножко понижает. Но согласитесь, гору поднять и выкинуть гораздо сложнее, чем там 10 пацанов сейчас возьмут, топором рубанут это тутовое дерево и куда-нибудь за канал выкинут. С корнем, ну и с корнем обкопают, выкопают. Проще. Вот здесь написано, смотрите, если у вас есть вера с горчичное зерно, то вы можете сказать этому тутовому дереву, вырви с корнем и пересади себя в море. Вот в море пересадить его, это сложнее. И оно вам подчинится. И оно вам подчинится. Вот здесь мы, оказывается, тутовым деревьям, которые на нашем проспекте растут, у нас план другой об этом проспекте. Здесь не должно быть этого дерева. Иисус сказал, не должно, значит, говори этому дереву. Не должно у тебя простатита быть, значит, говори своему простатиту. Я за годы своего служения, за годы своих войн или борьбы с болезнями, я очень много, если кто-то думает, что я на протяжении своей жизни прошел такую жизнь, усыпанную розовыми лепестками и ничего не видел на своем пути, вы глубоко заблуждаетесь. Я очень много боролся с разными вещами, в том числе с болезнями всеразличными, с болезнями внутри себя, с болезнями в своих детях. И я одну вещь понял с годами, что когда приходит болезнь, это семя врага внутри тебя. И то, что ты можешь делать, ты просто можешь обращаться к этому семени врага, как бы оно ни называлось, коронавирус ли это, или ВИЧ-инфекция, или это какое-то заболевание твоей крови. Ты просто можешь брать и обращаться к этому заболеванию, как к этому тутовому дереву, и сказать, вырвись с корнем во имя Иисуса из моей крови. Любая аллергия, которая поселилась в моей крови, это семя, я приказываю тебе, просто говори этому семени, быть вырванному и переселенному. Это наша ответственность, друзья, и это то, к чему нас Бог сегодня призывает. Сейчас мы будем принимать вечерю. Если вдруг ты верил в какую-то ложь, и эта ложь стала частью твоей собственной жизни, эта ложь стала управлять тобой. Может быть, ты смирился с какими-то вещами, что что-то не получается. И ты сказал, ну ладно, у меня, у моей матери так было, у моей бабушки так было. Ну ладно, поэтому детей рожать не буду, чтобы у моих детей этого не было. Если ты с такой ерундой с какой-то смирился, если ты смирился с тем, что тебе надо куда-то на заработки в Италию уезжать, потому что здесь ты ни на что не способен и никогда не заработаешь денег. Может быть, еще какая-то чушь. Я тебе могу сказать, да, есть из 5000 эмигрирующих в Италию, есть, может быть, 3, которым Бог сказал это сделать. Может быть. Остальные 4000 с чем-то, они просто бегут от своих внутренних врагов, с которыми они туда и прибегают. И там они просто по-итальянски уже начинают их слушать, этих врагов. Я образно говорю. Это касается твоих детей. Это касается твоих финансов, это касается твоего здоровья. Просто подумай, может быть, есть какие-то вещи, в которых тебе надо покаяться и сказать, Бог, я был неправ, я верил в эту чухню, я верил в какую-то ложь, я верил в какие-то пророчества, которые от дьявола приходили, в какие-то прорицания, которые от дьявола приходили. Я с этого момента отрекаюсь от этого, покайся в этом, отрекись от этого. Может быть, ты не верил, что твои дети могут покаяться. Может быть, ты не верил, что твоя семья может Богу служить. Может быть, ты не верил, да еще там 500 разных вещей может быть. Что когда-нибудь Бог тебя от албарсты может освободить.
Что когда-нибудь там у тебя будет нормальная семья или будут нормальные отношения в обществе, что ты как был этот социопат, так ты и останешься им закрытый. Просто молись сегодня и скажи: Бог, я хочу быть свободным от этой лжи. И я не хочу больше продолжать в эту чухню верить. Знаете, когда вы будете пить вино, я хотел бы, чтобы ты согласился с Богом. Просто, чтобы ты сказал с Богом: Господь, я верю, что ты называешь вещи несуществующие как существующие. То, что не видели еще мои руки, то, что еще не видели мои глаза, то, что мне казалось недоступным и невозможным, это есть в твоем сердце. Господь, в этот прекрасный вечер я благодарю Тебя за гигантский труд в Твоей церкви, за каждого драгоценного Божьего человека, который сейчас сидит перед Тобой. Отец, я благодарен Тебе за то, что мы проводники Твоей славы, и мы проводники Твоей истины. И Ты хотел бы, чтобы эта истина поселилась так глубоко внутри нас, чтобы она стала частью нашего образа жизни. Господь, чтобы мы двигались на основании этой истины, верили в нее. Прошу Тебя, прости нас, пожалуйста, за то, что так легко мы можем верить в нужду, в нищету, в болезни. Так легко мы можем с этим соглашаться. Так легко мы можем с этим смиряться. Мы как бы приспосабливаемся жить вот этой жизнью разбитых людей. Чего-то нет, ну ладно, в принципе, лучше, чем 10 лет назад. Господь, что-то не получается, что-то не меняется. Ну ладно, слава Богу, там хоть 2 детей с Тобой. Отец, мы просто молим Тебя во имя Иисуса Христа, где мы, может быть, согласились на полумеры, где мы согласились на какие-то полупобеды. Прости нас за это. Дай нам благодать сегодня вместе с Тобой пройти до конца этот путь, как воины, и победить. Когда мы читаем послание 7 церквям, каждой церкви ты заканчиваешь послание, и ты говоришь, что побеждающему я дам сесть на троне, я дам вкушать манну небесную, я дам ему новое имя, я дам ему возможность управлять народами. Господь, Ты каждый раз говоришь о побеждающих. Ты бросаешь вызовы перед нами, и Ты говоришь: вместе со мной ты можешь побеждать. Отец, мы соглашаемся сегодня, и мы говорим, когда мы будем принимать этот сок, когда мы будем принимать Твою кровь, мы говорим: мы хотим всю полноту Твоих обетований. Мы хотим всю свободу, которую Ты нам обещал в нашем сердце, в нашей жизни. Мы хотим настоящую Господню жажду. Мы не хотим половинчатых вещей, Господь, когда мы день с Богом, 5 дней против Бога. Господь, мы хотим настоящего следования за живым, за святым, за невероятным, чудесным Богом, который может и который делает. Отец, мы хотим видеть, как спасаются наши семьи, и мы будем стоять в этом. Мы хотим видеть, Господь, как спасается наш народ, как спасаются люди вокруг нас, и мы будем стоять в этом, потому что это одно из обещаний. Ты сказал: моим словам верили, и вашим будут верить. Господь, Ты сказал, что Ты будешь прилагать спасаемых к церкви. Это все Твои обещания. Мы благодарим Тебя за то, что мы будем видеть, как Ты невероятно благословляешь свою церковь, как каждая семья будет получать свою недвижимость. Мы просто верим в это, Отец. Мы принимаем это, Господь, что Ты невероятный Бог. Будешь расширять горизонты, Ты будешь расширять возможности. И особенно я говорю сегодня: нет никакой болезни. Мы объявляем сегодня войну любой болезни, как бы ты ни называлась. Аллергия, болезнь сердца. Я просто говорю сегодня всякому семени болезни, как дереву не отцом моим посаженному. Мы говорим тебе сегодня: ты поднимаешься и ввергаешься и переселяешься в море. И больше с этого дня ты не имеешь права, никакого права. Сегодня мы принимаем эту вечерю, Господь, и мы хотим быть людьми с этим сердцем Иакова, который говорит «да» Богу, который говорит «да» Божьим обетованиям, который говорит: благослови Бог, не отпущу, пока не увижу славы Твоей, не отступлю, не отстану, не перестану искать, не опущу своих рук, пока не буду видеть величие Твоего во всех сферах своей жизни.
Господь, сегодня эта вечеря, Господь, пусть она будет для многих из нас переломной. Господь, пусть это будет настоящее время переосмысления, пусть это будет настоящее время, Господь, когда мы идем в другую сторону, если вдруг мы шли от Бога. Отец, пусть это будет, Господь, время, когда каждый из нас, мы ставим свою жизнь на камни, мы ставим свои мысли, ставим свои слова на истине Твоего Писания и говорим, и верим, и двигаемся туда, куда Ты хотел бы нас двигать во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Аминь. Принимайте вечерю, друзья.